Среди непролазных лесов затерялась речка Сола, но когда вступаешь на ее берега, нет земли краше и ровнее ее. Изобильные луга и белые горы, обласканные солнцем Аласы, где в иные годы трава вырастает выше человеческого роста, где резво пасутся табуны лошадей. Здесь жили и живут достойные люди, которые прославили ее во все концы света. Но дорого она нам тем, что здесь родился наш дедушка Иннокентий Михайлович Сосин, известный детский писатель. Каждая травинка, каждый маленький муравей или птичка привлекает нашего дедушку. Очень много интересных историй может нам рассказать он. И эти наблюдения за природой ложатся в строки его книг. А их много. Это «На опушке леса», «Муравей не вышел на работу», «Якутские приметы». Они рассказывают о нашей природе, учат любить и беречь ее. Наш дедушка – знаток якутской старины, обычаев, истории. Его книга «С берегов Лены» рассказывает об участниках и героях Великой Отечественной войны. И перед нами встают с ее страниц храбрые сыны Якутии. С многими героями своей книги он был лично знаком. А книги и рассказы Сахсахана Сахара и «Расскажи еще» знакомят нас с сильными и смелыми людьми. Когда наступает вечер, мы собираемся вокруг дедушки и слушаем его интересные истории, сказки. Иногда мы сами сочиняем их, рассказываем друг другу. И в память об этих вечерах дедушка написал книгу «Вечер сказок». Она нам особенно дорога, так как эта книга состоит из сказок, рассказанных дедушкой и сочиненных мной и моим братом. После вечера наступает утро. Сквозь туман пробирается солнце, где-то мычат коровы, кричат петухи. А дедушка уже встал и начал печатать главы новой книги. Сегодня мы отправились в родной Алас дедушки Эрбегер. Мы долго сидим на опушке леса и смотрим вдаль, а дедушка рассказывает нам о своем детстве. Детство его было трудное. Маленьким мальчиком он остался без матери, потом умер отец. Но несмотря на это, при помощи добрых людей он стал хорошим человеком. Были трудные годы Великой Отечественной войны. Но помощь окружавших его людей помогла ему выжить в эти годы и стать образованным человеком, писателем. О своем трудном детстве, о людях, которые помогали ему, он рассказывает в книге «Тепло родного Аласа». Долго бродили мы по Аласу, подходили к лиственницам, которые помнят деда еще мальчиком, пробегавших к ним в трудные минуты жизни. Хотя эти деревья искорежил ветер, мороз, но они не погибли, выжили, растут. И дедушка говорит, что они напоминают ему его судьбу. Было трудно, но он выжил, вышел в люди.
Много интересного в этом заброшенном доме. Здесь дед со своими родителями жил летом. Тут он услышал 3-летним мальчиком о смерти своей матери. Здесь, на этом столбе, остались затесы, каким он был, когда учился в 4, 5, 6 и 7 классах. Mura sahara meriang jatah. Baru cari pada. Jadi, bu behis, waspas, bu cerdis kelas. Bu zala tidak terlaka. Akses ke leki itu terus. Itu jangan dikebut. Kami mutambuk. Bu zala tu bu. Begini macam apa itu? Дедушка всегда учит нас, что любые трудности преодолимы. Нужно только много учиться, трудиться. Никогда не надо нарушать законов природы, наших обычаев. Никогда не делать зло другим людям. Мы все очень любим нашего дедушку. Каждое лето мы собираемся в маленьком доме деда в Соле. Вместе ходим в лес, собираем ягоды, грибы, помогаем косить сено. И очень любим сидеть все вместе за столом, кушать вкусные оладьи нашей бабушки.